А теперь на русском. Сейчас у меня неподготовленный эфир, я сейчас спешил, вот, и решил высказаться. Высказаться по поводу последних событий во Франции. Сейчас я подожду. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Так, во-первых, как слышимость? А то у меня раньше жалобы были. Хочу сначала проверить это. Ну, еще раз повторюсь, что хочу высказаться по поводу последних вот событий во Франции. Вот, хорошо, алхамдулилlah. Это радует насчет звука. Дикарду. Хорошо, понял. Белорецкую. Сейчас мы посмотрим. Огонь. И я затрону эту тему. Понял, Владимир, спасибо. Так, сколько нас? 24, да? Ну, чуть-чуть подожду. Байсангур, алхамдулилlah, хорошо, работы много, целый день работал, вчера тоже всю ночь работал. Работа кипит, видео у меня есть готовое, и чуть позже я выложу. Угу. Вот. Весь в работе. Аллигатор, вот именно я хотел бы сказать сейчас свое мнение. Я считаю, что это сейчас провокации они проводят. Ягуар, иншаллах, да, конечно, работы много. Насчет диска спрашивал наш брат. Все хорошо. Кстати, некоторые вещи просто покажу, пока люди соберутся, да. Я смог распечатать фотографии с этого диска. И по поводу этих фотографий я сделаю программу. Выскажусь. С этого диска я взял. Вот. Так. Ва алейкум салам. Сейчас, секундочку. Пока люди зайдут, кое-какой вопрос тут решу. Ягуар, конечно, мне никакая абсолютно выгода не нужна. Я просто хочу отдать всего себя вот ради истории, вот так скажу, чтобы никто ее так не коверкал, не искажал ее. Моя цель вот это. Вот. Халид Мусаев, алхамдулилlah, дику, алейкум салам. Амуди, Велер Салама Шалую. Сейчас я начну. Пока люди собираются, чуть хотел подождать, поприветствовать вас. Вот, 54, да. Лорс,
насчет материала визита Аслана Масхадова в Грузию. Там маленькие девочки-кистинки или грузинки, точно не знаю, исполняли гимн Лорс. Я был там. Это же 97-й год был, да? Вот. Мы встречались в Шеварднадзе, ездили в Панкиси, были еще другие встречи, и тепло принимали. И вот эти встречи я очень хорошо помню. И волчонка подарили. Вы, наверное, фотографии видели, да, в интернете. Нашему президенту подарили. Это было в Панкиси. Очень тепло встретили наши братья грузины. Вот. Насчет материала, да, должен быть у меня. Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Ой, Лорс, я насчет чеченок, ты спрашиваешь, были ли они чеченки, ну, я не помню, вот, кто именно. Кажется, да, кажется, да. Аллигатор. Так, я зачитаю. Анзор, как ты думаешь, нельзя оставить игиловские замашки, хотя бы пока не добьемся результата? Ведь Путину как воздух нужны всякие радикалы, исламисты. Аллигатор, ну, вот именно поэтому вот я спешил к сегодняшнему эфиру и хотел рассказать свое мнение, обсудить с вами. Вот. И я понимаю, о чем ты поддерживаешь, что, ну вот посмотрите, мы испытали на себе вот такую трагедию немыслимую, 2 войны мы прошли. И сегодня я считаю, что мы должны как-то остерегаться вот таких провокаций, где нас вмешивают, нас вмешивали в войне в Ираке, вы помните, да, там чеченцы воюют, потом в Сирии там чеченцы воюют, там и в других там войнах. Везде нас вот так вмешивают, но были там или нет, но лишь бы сказать как бы так. И тут в Европе есть такие молодые люди, которых легко спровоцировать на что-то. И вот таких людей могут использовать. Ну, я болею за своих людей. Мне жалко этих маленьких пацанов. Вот. Я не хотел бы, чтобы кто-то следовал каким-то там течением или там еще, или, ну, вообще, чтобы задумывались о себе, о своем народе, о том, что мы испытали. Надо об этом думать. Надо думать, как выжить как народ. Вот. Эти люди, эти молодые люди приезжают, например, в Европу. Они тут учатся, они могут с легкостью найти работу, тут никаких проблем нету для тех, которые хотят работать. И вот этих условий нету дома, на своей родной земле, например, там с учебой, с медициной или с работой и так далее. Тут есть все. Вот, ну, используйте вот это, живите ради своей семьи, ради своих близких. Ну, у меня такое мнение. Я не хотел бы, что вы, наши молодые парни, вот, занимались чем-то другим. Дал Везель. Знаете, вот бывают люди, да, тут, будь это в Европе или в каких-то других странах, которые пытаются оскорбить религию. Они, да, они могут как-то высказаться, сказать что-то плохое, вот, эти люди, эти провокаторы. Но
этим они не оскорбляют религию. Религию никто не сможет оскорбить. Вот. Они сами себя оскорбляют. Вот мы не должны должны быть осторожны с этим, очень осторожны. Не идти на эти провокации. Лорс, миллионы мусульман живут во Франции, но нашелся один чеченец. Ну да, вот. Для таких людей нужен именно чеченец, потому что все в мире вот знают, как нас знают чеченцев, вот таких боевых, да. Их легко использовать, на нас легко использовать. Кровь горячая, да? Поэтому. Руслан Яндеев, Ингушетия, с тобой, Анзор. Я тоже с вами, брат. Руслан, Аллах рейсую. Ягуар, Анзор, тут не получится просто быть хорошим. Для всех нужно четко сказать, этот парень сделал ошибку очень большую. Мы, например, ну, в том числе и я, вот и вы, многие из вас здесь проживают в Европе. Сейчас. Да. Мы должны быть очень аккуратны, очень осторожны с этим. И мы должны уважать законы тех стран, в которых мы проживаем. Но здесь такие законы, что есть свобода слова, да? Что есть тут свобода слова, и здесь можно сказать все, что угодно. Но если мы возьмем и скажем что-то про какие-то конфликты, про какие-то там массовые убийства людей в других государствах или в какой-то период, то за эти высказывания мы можем понести наказание, даже здесь. Вот. Это даже какое-то лицемерие. И я живу в Норвегии. Тут произошел такой случай, когда, ну, вы тоже это помните, Брейвик убивает детей. Он бегал за ними и стрелял в них, в детей. Он много детей убил в тот день. Но этого человека признали психически невменяемым. Вот. У него там что-то в голове не в порядке, и он начал убивать. Знаете, этого человека не назвали террористом. Но с удовольствием могут назвать террористом чеченца или мусульман. Вот. Вот такая правда сегодня. Сейчас я вниз пойду. Мансур, я тебя сейчас читаю. Алейкум салам, у нас в Париже один наш человек зарезал профессора. Ну, вот именно этого и добивается. Я считаю, и меня не переубедить, что этот случай как-то замешан с службами какого-то государства. Мне без разницы, какого государства. Ну, я просто уверенно скажу, что это провокация. Провокация. Ну почему убивают этого пацана, да? Молодого человека? Есть же много способов, чтобы нейтрализовать преступника, даже если есть у него оружие. Вот. Но его убили. Вот. Нет, чтобы поймать или там допросить его и так далее, и так далее. Но
Украина и Кавказ, я тоже считаю, что это провокация. Ну, вот именно это провокация. Это провокация. Лорс, у нас своих проблем много. Вот как бы к чему бы я хотел бы прийти. У нас своих проблем много. Вот вспомните 99-й год, да? 99-й год, когда в то время премьер-министр целого государства на всю страну, во всеуслышание говорит: если надо, я буду воевать с Аллахом, он сказал. И он сказал это, насколько я помню, 2 раза. 2 раза. Сказал: ну почему мы тогда это проглотили? Почему все молчали? Почему никто ничего не говорил? Вот. Почему мы даже это забыли? Почему? Или последний случай вот с Тепсуркаевым, который произошел, да? Это тоже, как сказать, против религии. Нельзя такого совершать. И здесь мы промолчали. Мансур, ну, интересная мысль. Я сейчас тоже скажу насчет этого. Даже если найду, то покажу. Я уверен, организовали кадыровцы Мурталь, чтобы нас тут с Франции легко можно было депортировать. Вот, нашел. Чтобы могли депортировать. Вот. Я покажу тут вещь. Oran sizizdoq, oran dagwash, oran te shet, deel na'atılır, deel hılıkbar. İdici mıtıboğaş, şaş değişti, Evropa, tadoş mıtıboğaş, şunu ihzahiyet, şunu ihvitilayat, şu iblis, şu kuvatabş. Sada Evropa, Долго не могу слушать это существо. Вот, он призывает нас, чеченцев, проживающих в Европе, совершать какие-то акции, призывать к ответу тех, которые оскорбляют религию, Коран. Вот. Я считаю, что здесь провокаторы. Отсюда растут эти корни. И почему о них не пишут, не говорят, это российские чиновники, которые открыто призываются вот совершать такие акции. Вот. Мы здесь никакими призывами не занимаемся. Мы уважаем людей, мы уважаем законы. Наоборот, призываем свою молодежь быть более аккуратными, не следовать за какими-то людьми. Учитесь, работайте, думайте о своих родителях, о своем народе. Вот. Хватит проблем. Лорс Андерсон, валлахи, существо, да, провокаторы, они провокаторы. Да, тут провокационные вопросы тоже. Я не буду отвечать на это, не буду.
Украина и Кавказ, ну не знаю, ну я понимаю тебя, о чем ты говоришь. Мы не имеем права совершать какое-то преступление. Ну, я против любого преступления. Есть законы, например, и данный случай очень какой-то вот щепетильная тема вообще. Я, конечно, не хочу, чтобы мою религию оскорбляли, не хочу, чтобы какие-то карикатуры были. Вот. И те, которые рисуют эти карикатуры или какие-то высказывания делают, это провокаторы. Провокаторы. Я лично не оскорбляю другие религии, людей, народы, страны. Вот. И поэтому я хочу, чтобы к моей религии и к моему народу, к моим братьям и сестрам тоже уважительно относились. Нельзя вот использовать самую больную нашу тему. Нельзя провоцировать тоже. Это неправильно. Я никак не оправдываю, никого не оправдываю. Нет. Билли Нохчон, Анзор, ты имел в виду мой вопрос провокационным насчет Закаева? Нет, это не провокация, мне просто интересно твое мнение. Можешь считать, что я ответ от тебя получил? Билли, знаешь, я очень много раз слышал вот этот вопрос, и здесь, и в других местах у меня спрашивают, какое у меня отношение с Закаевым. У меня с Закаевым и с другими вот, людьми одинаковые отношения. Он чеченец, мусульманин. У каждого есть свои плюсы, есть свои минусы. И про плюсы я скажу, но про минусы я говорить не буду. Вот что я скажу. Витя Фомин не думал делать интервью с теми, кто воевал в 2 чеченских войнах. Витя, мы эти войны называем русско-чеченскими. Это, во-первых, ты имеешь в виду с российскими военнослужащими, теми участниками этих войн? Да нет проблем. Я могу обсудить, я могу ответить на любой вопрос, я могу задать любой вопрос. Ну, у меня много вопросов, конечно, тоже без проблем. Аслан, по поводу артистов, ну, я примерно знаю, о чем ты, но напиши еще раз, пожалуйста, это тут искать. Я сейчас чуть даже вверх пойду. Хасан Халимов, я понимаю, что ты, находясь в Европе, не можешь дать нормальную оценку. Ну, нормальную оценку. Я могу сказать свое мнение в любом месте. Я бояться этого не буду. И поэтому я высказываю сейчас свое мнение. Я против тех, которые рисуют карикатуры, которые оскорбляют нашу религию. У меня вообще мысли такой не будет рисовать карикатуру там на другие религии или там против каких-то людей, групп людей. Да не буду я никого не буду оскорблять, не буду. Это провокация, я считаю. Нельзя этим заниматься. За все остальное, за каждое деяние
любой человек по-любому, иншаллах, он ответит. Он ответит. Аллах накажет. Мансур Тарей, ты вообще понимаешь, что он сделал не только для своей семьи, но всем чеченской общины? Да, я понимаю, я прекрасно понимаю. Вот, ну я же поэтому и говорю, что это провокация, это кому-то нужно. Нужно. Даже вот, можно сказать, странам. Нельзя такие провокации делать. Свои раны тут не зажили. Я говорю, поэтому говорю. Сложно сейчас вот это все обсуждать. Я никого тут не поддерживаю, не хочу даже говорить, что это правильно, неправильно. Тут неправильно тоже есть, понимаете, очень много. Тут живут тысячи, десятки, сотни тысяч наших соотечественников. О них надо думать. О них надо думать. И когда происходит такой случай, я в первую очередь думаю, кому же это выгодно? И эту выгоду я вижу, что это выгодно нашим врагам. Врагам чеченского народа, врагам, не знаю, мусульман, скажем так. Это им выгодно. Амир, Бог не истинно, куза душ даться, поэма, это ходим, так увинок, Аллах, говорю, будет вола машу Аллах, отдытер даться, иншаллах. Амир, мец, нек, или как, киетсо, чоу дика киет, халду и хум, халду, я хирдол хуман ойле маиес. Ну и переведу. Все это сложно, это больно, но надо думать о последствиях тоже. И, как сейчас сказала, по-любому виновник, по-любому любой человек ответит перед Аллахом. Ответит. Мансур, на нас так идет охота по всему миру. Убивают брата, потом нападают на нас. Теперь это быть так, осторожно, брат. Вот именно, надо быть осторожными, где бы мы ни находились. Лорд Сандерсон, Анзор, а что случилось с волком? Ой, да нет, ничего. Волк есть. Горы Кавказа, о, Анзор, если бы они знали, кто такой Аллах. Вот именно, да, я же эту мысль хочу донести. Если бы они знали. Если бы они знали. Леди 1974, если какой-то негатив от чеченцев, это выгодно России. Ну да, что-то произошло, и сразу публикуют, пишут, вот чеченец сделал это, совершил это, это говорят в российских СМИ. И даже здесь, в Европе, европейские СМИ говорят то же самое. Когда чеченцев они принимают как беженцев, они записывают их как россиян. Вот статус беженца выдается там россиянину такому-то, такому-то. Да? Но когда что-то происходит, они сразу пишут чеченец. Почему, если
где-то человек там совершил кражу или убийство, угон машины и так далее. Не пишут там араб, не пишут там, не знаю, русский там, и так далее, и так далее. А нас используют. С радостью вот трубят, чеченец сделал, чеченец сделал. Пускай определяться, кто мы. Россияне или чеченцы. Мы-то чеченцы. Иншаллах. Аслан, вот именно, вот про это я и говорю. А если чеченцы кого-то спасают героически, дело делают, называют россиянином, да. Угу. Если спортсмен, он не пишут, что чеченец, а пишут россиянин. Вот. Или там спасает при пожаре, там, или в других случаях, если чеченец спасает людей, то пишут россиянин. Так, что ты думаешь о желании Москвы контролировать Кавказ? Россия не дружит с Кавказом и не хочет дружить. Она хочет контролировать Кавказ. И будет всегда пытаться делать это. Она на самом деле, Россия на самом деле очень вражески настроена против Кавказа. И то, что вот эти все войны, все конфликты, поджигатель этих конфликтов, они находятся в Москве, в Кремле. И если мы будем хозяевами своего любимого, родного Кавказа, то нас никто не сможет использовать. Дауд Давлетов, Анзор, в Европе карикатуры на евреев разрешено делать. Есть такая школьная программа, где говорят, выйти из класса, сейчас свобода слова будет. Ну, в самом начале я, ну, примерно такое говорил, да. Есть темы, о которых нельзя говорить, например, в мире там или в Европе. Ну, ты понял, о чем я, да. Я понимаю, что ты хочешь сказать. Ва алейкум ассалам, Сергей. Асадулла, чечен, Саваш, вопрос зачитать. Мацадия, Кентирвала, Саваш, его язнесвик. Напиши еще раз. Тут все быстро идет. Леди 1974. Скажите, пожалуйста, я смотрела много фильмов про нашего пророка. Ни в одном фильме я не увидела, чтобы наш пророк кого-то наказывал, тем более убивал за оскорбление и так далее. И так далее. Себя и кому-либо позволил это. Да, вот именно. Да. Я читал, тоже фильмы смотрел. Не спо, правильно. Лорд Сандерсон, так, да, я уже ответил на это.
Мастер Ли, вот я тебя сейчас читаю, я больше чем уверен, что он это сам по своей инициативе не смог сделать это. Ну, я тоже так считаю. И еще раз повторюсь, скажу, если что-то происходит, я сразу думаю, кому это выгодно. И уже мне более понятно, что вот этим силам или даже стране, скажем, России, да, им это выгодно. Им выгодно, чтобы... Вот помните, для чего совершались вот эти теракты, когда шла война у нас на чеченской земле? Они сами, спецслужбы России, совершали подрывы автобусов, там, троллейбусов, метро. Они это делали сами. Потом обвиняли чеченцев. Для того, чтобы поддержать мнение, вот, чтобы еще раз там выступить в своих телевидениях, сказать, что вот чеченцы совершают такие акции. То есть все это раздували в средствах массовой информации, чтобы их население поддержало ту войну, которую она проводила в нашей земле. И сейчас вот совершают разные акции. Где-то могут там поссорить, разжечь какой-то конфликт. Тут в Норвегии происходило, да, с курдами раньше. И там в Германии. Я считаю, что надо остерегаться любых конфликтов. Вот этих. Где-то там что-то сделали, ура, там... идти вот так. Нет, мы находимся в чужих странах, там есть свои законы. Если какое-то дело можно подать в суд, да, то обязательно следовать вот этим рамкам, не переходить границы, надо уважать законы, подавать в суд, искать адвокатов, встречаться, там митинг сделать и так далее. Ну, массовые митинги, если какой-то несправедливый случай, да, где нас как-то обвиняют в чем-то. Надо вместе вставать, вместе работать, призывать. Надо уважать законы тоже. Мансур, ва алейкум салам. Бороться за свою религию в чужой стране, так, надо бороться по законам, бороться за религию, да, в первую очередь надо вот здесь бороться. Когда ты думаешь о семье или там о родных, о своих братьях, сестрах, это тоже борьба. Это тоже борьба. Не обязательно там саблей в атаку идти. Есть и другие методы борьбы, да, за свою религию. Любая религия, вот ислам говорит много. И именно я хочу сказать, что ислам — это справедливая религия, призывает к справедливости, к любви, к созиданию. Вот. Это и есть борьба. Извиняюсь. Максим Шмелев. Максим, сейчас я прочитаю.
Анзор, что бы ты порекомендовал чеченцам, живущим на территории оккупированной ЧРИ, где царствует коррупция и нищета, также происходит похищение, пытки, унижение, иногда публичное убийство. Максим, спасибо за вопрос. Вот. Я порекомендовал бы быть очень осторожными и даже в интернете с высказываниями, в комментариях, например, потому что все ими контролируется. Вот. Сначала к этому призвал бы, и чтобы делали дуа, иншаллах, справедливость наступит. Вот эти бандиты, эти преступники ответят за свои преступления. Всему свое время. Вот. Надо быть терпеливыми. Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Я извиняюсь, если я что-то где-то пропустил. Тут быстро все идет. Так, Аслан, Сад. Анзор, расскажи, пожалуйста, что знаешь об этом? В одном российском сериале о войне был показан момент, как Масхадов ругает Шамиля, Басаева Шамиля, после трагедии в Беслане. Ну, им мы верим мало. А на самом деле, как было? Я отвечу на твой вопрос. Вот. Была встреча в ноябре, в месяц Рамадан 2004 года. Масхадов приглашает, так сказать, к встрече, чтобы обсудить некоторые вопросы. На этой встрече присутствовал Абдулгалим Садулаев. Вот. И там же был Мурдашев Вахид, которого вызволили уже в этом году. Он сидел в тюрьме. Вот. Вот в ноябре 2004 года прошла такая встреча с Шамилем Басаевым, где Масхадов сказал Шамилю: «Шамиль, ты отличный воин, воюешь ты хорошо, но те акции, которые ты взял на себя, которые ты брал на себя, ничего хорошего для чеченского сопротивления или народа не несут. Так вот, если ты воюешь, то не переходи границы». Потом Шамиль говорит, Басаев сказал, что мы должны делать то, что делают с нами, с нашим народом. Вот только тогда как бы русские почувствуют эту боль. Так сказал свое мнение Шамиль. Но Масхадов опять говорит: но мы же не имеем права переходить эти границы. Не можем же мы быть похожими на тех убийц, этих преступников, варваров. И потом Садулаев, Абдулгалим, он вот с точки зрения вот религии, можно сказать, даже надавил на Шамиля, где уже потом Шамилю пришлось как бы смириться, да, с этим мнением. И он даже дал клятву, что больше никаких акций
вот таких захваты заложников и так далее, он проводить или брать на себя не будет. И действительно, после этого ничего не происходило на самом деле. Ну вот о чем я знаю. И это было хорошее достижение, вот скажем так. И сразу после этого, ну, для Масхадова было важно, потому что Масхадов, готовился объявить мир в одностороннем порядке, остановить войну в одностороннем порядке, призвать Россию к миру. И, конечно же, было важно, чтобы все подразделения, воюющие против российских оккупантов, подчинились бы этому приказу. И для этого тоже была проведена вот эта встреча, и это тоже была цель. Шамиль подчинился этому приказу. Вот. И, конечно же, вы помните, что произошло после. Они подло, российские спецслужбы, подло убили нашего президента. Вот. Аслан, да, у меня даже есть видеозапись чуть-чуть, и фотографии с этой встречи. Сашина. У меня в Бесланской школе умер дядя мой и 2 сестры. Как только правительство Российской Федерации узнали, что Масхадов готов приехать, начался штурм. О чем это говорит? Я приношу свои соболезнования в первую очередь. И да, действительно, когда Масхадов заявляет о своей готовности приехать в Беслан, помочь заложникам, вызволить их, и когда требовал минимальной гарантии безопасности, то российские власти отдали приказ о захвате заложников, но уже в нашей республике. Ну, я прямо скажу вот так, они захватили всех родственников по моей отцовской линии и по материнской линии. Их пытали на своей базе, на российской базе в Ханкале, вот, очень жестоко. И сразу после этого захвата заложников у нас дома, они в спешке уже начали этот штурм. Штурм школы в Беслане. Это говорит о том, что от начала и до конца вся вина лежит на российской власти. Я считаю, что это как-то было организовано ими. И более того, приказ на штурм этой школы отдал целый президент этого большого государства Россия. Вот, потому что без его согласия, без его приказа, я не думаю, чтобы там штурмовали бы, стреляли бы из огнеметов «Шмель» по школе. Уже там было запланировано, там 4 или 5-этажки были, я не помню, но с их крыш уже подготовленные, там бойцы какого-то подразделения залезли на крышу, взяли эти огнеметы и стрельнули по школе. Это было все организовано. Владимир Онищенко, Масхадов президент, и этим все сказано. Он поступал как президент. Шамиль солдат.
и у него тоже была своя правда. После войны на моем Донбассе я понимаю Шамиля. Владимир, я понимаю, о чем вы. Шамиля я лично знал, были в одном бою, были один раз это было, из окружения выходили. Вот. И я его хорошо знал, Шамиля Басаева. Я, конечно же, не поддерживаю никакое убийство, никакое преступление. Вот. Но как-то я тоже, вот, можно сказать, чуть-чуть понимаю его реакцию на то, что вот мы должны делать то, что с нами делают. Ну, конечно, переходить границы, это да, об этом речи вообще нет. Но я хочу вот что сказать, к этому хочу прийти. У Шамиля Басаева как-то убили родственников. 12, кажется, было. Они погибли под российскими бомбами. Вот, прилетели российские самолеты, сбросили бомбы на его село, погибли его родственники. Вот представьте, потерять за считанные минуты столько родных людей. Это больно, это больно. Сейчас, секунду. Лорд Андерсон, так, Шамиль Басаев никогда не плакался о своих родственниках и не говорил про них. Да, я знаю, но я же не об этом. Мы-то знаем, что произошло с его родственниками. Он и другие воевали не ради своих родственников, Владимир, спасибо. Анзор, вопрос не по теме. Братья Ямадаевы курировали алкогольный бизнес в Гидромесе в межвоенный период. Ой, Лорс, я про Ямадаевых очень много знаю. Как они воровали людей вот, в этот межвоенный период. Ну, я верю в то, что ты говоришь. Я сейчас не могу предоставить вот такие факты. Но я почему улыбнулся? Это было в 98 году. Ямадаев как-то хотел похитить меня. Это было в 98 году. Они уже обсуждали вот, похитить меня, там, запросить деньги и так далее. Это были братья Ямадаева. Ямадаевы поезда грабили до Первой войны. Да, это тоже правда. И еще Алханов, и это правда. И потом они все работали на Россию, да? И некоторые были убиты этой же Россией. Я сейчас скоро буду завершать, пару минут. Азиз и сын, ассаламу алейкум. А кто такой Беркан Яшар? Валейкум салам. Беркан — это очень ненадежный человек. Я тоже его лично знаю. У нас даже есть совместные фотографии, вот, которые сделаны в 97 году. Я сейчас буду скоро
завершать. Ну, это человек, которого надо опасаться. Там они еще какую-то передачу сделали, где он там всезнающий такой, как будто что-то знает. Да нет, он работник их спецслужб. Белькан. Саша, на тело Аслана не выдали? Нет, они не выдали. Мы сделали все возможное, все, что зависело от нас, что было в наших руках. Но с нами воюет такой варвар, который воюет против убитых. Нет никакого достоинства, благородства, ничего. Вот. Так, я сейчас буду завершать. Если где-то я не смог ответить, я извиняюсь. Мотор Кинг Анзо, доброй ночи, Минск с вами, мы тоже с вами. И всего вам хорошего, мира, спокойствия. Вот, и завершая, я хотел бы сказать, что чтобы наша молодежь, чтобы наши люди были более аккуратными, вот, остерегались вот, всякого рода провокаций, вот, призывов, да. В первую очередь религия здесь, в первую очередь, в наших сердцах. И за все содеянное, даже сказанное, всем придется отвечать перед Аллахом. Перед Аллахом, иншаллах. Будьте осторожны, будьте, как сказать, начеку. Берегите себя, берегите своих близких. Уважайте законы. Нам надо растить нашу нацию, наш народ, защищать от плохого слова. Если кто-то что-то сказал в нашу сторону, то решать какие-то вопросы надо организованно, через суды, например. Терпение нам надо, терпение во всем. Конечно, все это сложно, когда пытаются трогать религию, конечно, у них это не получится, им всем придется отвечать перед Аллахом. Халид Бештоев, ты ответь, почему в Европе наши живут не по правилам? Нам нужно, чтобы наши старые люди нас учили, чтобы мы были как единый народ. Ну вот, я же об этом и говорю. Лерло. Хорошо, мне было очень приятно читать вас. Вот так перед вами говорить. И, иншаллах, скоро увидимся. И скоро я покажу некоторые интересные вещи тоже. Всего хорошего. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Адикю.